я не встречала этих милиционеров, когда выходила на улицу. Первоначальная их реакция была как обычно, поскольку звонков в городе было много от всяких бабушек и бдительных других граждан по поводу любого мешка. И когда они спустились в подвал, и когда они вышли, то есть выражение на лицах было абсолютно другое. Когда они увидели взрывное устройство с детонатором и часовым механизмом, которое было подсоединено к несущим опорам здания, то выбежали оттуда, эвакуировали жильцов этого и соседних домов, а потом и весь район. Когда нас вывели где-то без 10-10, начали милиционеры оббегать, звонить, стучать, что дом заминирован, всем выходить. Люди после того, что было в Москве и все эти случаи, естественно, выскакивали в тапочках и в халатах. В течение всего сегодняшнего дня рязанские правоохранительные органы работали в усиленном режиме. Искали террористов, которые вчера вечером заложили мощное взрывное устройство в подвал дома 14/16 по улице Новоселов. На выездах из города милицейские кордоны были усилены сотрудниками других силовых ведомств, в частности таможенного управления и десантниками. Однако пока проверки на дорогах результатов не принесли. По всей видимости, террористы скрылись из города сразу. Прошедший 24 сентября расширенной коллегией МВД министр Владимир Рушайло с пафосом отчитался об успешно проведенной в Рязани. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. Вскоре, когда весь город уже находился на осадном положении, вокзалы заблокированы, аэропорт закрыт, кто-то кому-то позвонил из телефона автомата. А не в меру бдительная телефонистка решила этот разговор подслушать. Дама с вами? Нет. Дама едет троллейбусом. Вот это тот разговор, который послужил, дал возможность задержать этих террористов. Кстати говоря, очень хорошо характеризует, чем занимаются телефонисты в каждом регионе России, да? Чем занимаются люди, которые работают в разных отраслях связи. Они прослушивают людей. Это хорошо бы знать. 12 часов. Машина где? Машина на стоянке. Выезжайте по одному из Рязани. Везде перехваты. Ну и тут уже прям, наверное, простому человеку ясно, что это, если у всех в голове только один террорист. Местная милиция, которая была не в курсе дела, определила номер телефона, думая, что получит номер чеченских террористов, организаторов взрыва. К их удивлению оказалось, что номер на самом деле принадлежит ФСБ. Вскоре все три виновника в этом были арестованы и предъявили документы сотрудников ФСБ. ФСБ немедленно вмешалась и затребовала их освобождения. К тому времени стало ясно, что отмолчаться ФСБ уже не удастся, что им придется дать этому какое-то объяснение. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен, и думаю, что не совсем четко сработали. Да, не совсем четко сработали. Да, посмотрите на эту рожу. Не совсем четко сработали. Не довели дело до конца. Да. И почему-то он вспоминает про сахар. Да, первое, видимо, что в голову взбрело. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было. Как вы могли бы прокомментировать данное высказывание? На сегодняшний день следственные действия практически все завершены. И на все те вопросы... Как называется статья, по которой вы проводите расследование? Статья, она изначально была одна. Какая? Терроризм. Приготовление к совершению терроризма. Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело. Она что, возбудила уголовное дело против самой себя? Да, здесь столько ляпов, и кому-то хватает наглости, да, это еще опровергать такой пропагандонши Латыниной, которая заявляет, что нет, это были какие-то там не ФСБшники, да. Ну, бред просто, да. Возбуждается дело по факту терроризма, по статье терроризм, да, приготовление к терроризму. И потом человек задает вопрос, а как же вы так учения проводите и сами возбуждаете дело против самих себя, получается? Вы же учения проводите, как вы возбуждаете? Потом вывозят взрывать на полигон. Все знают, что сахар. ФСБ все знают, что это мешка сахар. Патрушев уже сказал, что это сахар. Может, он кокаин имел в виду, не знаю. Его любимый, кстати,
этот человек, Патрушев, занимается вот перевозкой кокаина на своем личном самолете, ну или служебном самолете. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения. Как получилось так, что даже руководство МВД спустя лишь 2 суток в такой курьезной ситуации узнало о том, что это учение? Почему получилась такая задержка во времени? Точно я так понял. Так вы поймите, что... Поймите. Знаете, я думаю, несостыковки какие-то могли быть, но в ходе учений... Извините меня, но мы спрашивали вас, предоставьте нам этих людей, которые заложили эти мешки. Предоставьте эту машину. Где они? По поводу я расскажу, где. Этих людей, конечно, им не предоставили, тех задержанных. И Патрушев сказал, они очень надеялись, что те смогут уйти. Тем более номер, по которому звонили те террористы в городе Рязани, которые скрылись с места именно закладки бомбы и находились на конспиративной квартире. Они звонили в Москву на конспиративную квартиру по номеру, служебному номеру центрального аппарата ФСБ. Так вот, после только того, как их задержали, Патрушев заявил, что это сахар. 2 суток все думали, боевая тревога, ищем там чеченских террористов там, и так далее, и так далее. И вот тут он говорит, где эта машина? Вот мужчина задал вопрос. Так вот, машина, на которой Патрушев и ФСБ России проводили учения, числилась в угоне. И была найдена в Подмосковье, городе Коломне. Возникает вопрос, неужели у такой богатой организации, как ФСБ, не нашлось неугнанной машины, чтобы доехать на учение? Может, и бензин ворованный у них был в этой машине, что так все так плохо? Я хочу вам ответить, что повторить то, что я уже говорил. В результате, вернее, по необходимости его использования в учениях, мы задействуем все силы и средства. Ну вот на мой взгляд, что нас в очередной раз делают из нас дураков. Дело об учениях ФСБ ведет само ФСБ. Ну, поведет оно это дело и в конце концов закончит. Вообще-то страшно, конечно, об этом говорить, но мне кажется, что на самом деле все было правдой. Никаких учений не было. Я обращаюсь к другим жильцам дома номер 14 по улице Новоселов, присутствующим здесь. Скажите, вот в ту ночь, как вы считаете, учения прошли успешно или вам все-таки та ситуация не показалась учебной? Нет, нам не показалось это учение. Тогда вам не показалось, что это учение? Учения такие. Нет, тогда нет. А это гражданин Картофельников был, вот этот усатый. Это были не учения. Нет. Говорить об учениях невозможно, товарищи, потому что если учения, проводятся, час, 1,5, 2, может быть, правда, над людьми гражданскими никто не давал права, и им, как Патрушев сказал, что он проводил учения над нами, за этого надо его, конечно, не знаю. Пережили мы эту ночь. Когда господин Патрушев объявил, что это были учения, больнее стало 100 крат. Больнее стало. Слышите, что она говорит? Она говорит, что когда она узнала, что их хотели взорвать, если перевести, сейчас она продолжит свой разговор и будет ясно. Когда она узнала, что ее хотят убить ее русские люди, а не чеченцы, с которых уже террорист, она уже привыкла, чужие, воюем и так далее. Во 100 крат стало. Вот только ей, мне кажется, стало тяжелее во 100 крат. А Миловым, Миловым или как их там, никак не стало ничего. И имея такой большой ресурс, как 2 миллиона подписчиков, Навальный не говорил про эти взрывы домов. Навальный, ты где? Давай говорить про взрывы. Твоих же граждан убили. Или тебе нельзя об этом говорить? Как это так? Наши родные люди над нами издевались в течение 2 суток. Почти 2 суток сравнялось, когда объявили, что это было учение. Ладно, там Чечня, какие-то террористы. А это свои люди, наши сограждане. И нас терроризировали. А вы сейчас верите, что это были учения? Нет. А почему? Не верю, потому что все было очень правдоподобно. И жители Рязани, и многих других городов, очень многие, не верят
во всю эту историю, понимаете? И я вот тоже вот сижу, вот просунулся, и не верю в эти сказки, которые сейчас рассказывают вот ФСБ. Я тоже сам бывший военный. Уволился в должности вот начальника штаба отдельной воинской части. Учений за 28 с лишним лет службы провел, вы знаете сколько? И вот то, что здесь вот рассказывают солидные люди, генералы, про эти учения, вы понимаете, ну уши вянут, слушай. Бегают глазки, нервничают. Они на самом деле тогда были на грани. На самом деле их можно было добить тогда. Но не хватило духа их добить, их привлечь, начать разбирательство. Не вышло миллион россиян на улице, на площади. Не сказали: вы что, господа, совсем с дуба рухнули. Шла война уже, когда эта передача снималась, уже усиленно, уже геноцид творился, просто одно преступление закрыли еще большим преступлением. Но мы этого не забыли. И то самое большое кровавое преступление, которое совершено путинским, новой Россией, так называемой новой Российской Федерации, новейшей истории совершенной, оно намного больше, чем даже взять все другие преступления, путинское, ельцинское, вот это, Камарили. Их все вместе объединить, столько жертв нет. Среди всех жертв в Украине, в Сирии, в которых тоже огромное количество, десятки тысяч убитых людей, в Грузии, в Нагорном Карабахе, в Приднестровье. И вот это все, если объединить, не погибло 300 тысяч. Из миллиона, причем, заметьте, эти 300 тысяч мы похоронили. И мы не забудем, ни Патрушеву не забудем, ни Путину не забудем, ни их потомкам не забудем, которые обогатились на нашей крови, грабя свой народ, отвлекая, давая вот этому опьяненному чеченской кровью, да, русскому народу, давая чеченских младенцев, женщин и детей, стариков скармливая этому русскому народу, грабили этот русский народ. И русские молчали. Ну, пускай дальше молчат, но мы не будем.